Доброе утро, на календаре 22 июня. Сегодня у нас вторник и начинается новая короткая рабочая неделя. Вторая по счету, и мне кажется, это какой-то пилотный проект по тестированию четырехдневной рабочей недели. И это утро, как и следующие 3 на этой неделе, будем встречать с вами мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. Да, и сегодня мы вам в рамках нашей программы расскажем, где ставится ударение в слове «оберег» или «оберег». Расскажем, какой будет неделя по прогнозам астрологов и подведем итоги викторины от Национальной библиотеки. Кроме того, вас ждут, конечно же, как и всегда, наши интересные гости и самые последние интересные события. Ну и я думаю, что все это нам поможет с бодростью начать вот этот день рабочий после столь длительных трехдневных выходных. Ну а, наверное, самая главная новость сегодняшнего утра – это, конечно же, игра нашей сборной в рамках Евро 2021. Буквально в 6 часов утра ребята закончили играть. К сожалению, я бы назвал это разгромным счетом 4-1. Команде Дании мы проиграли. Если вы смотрели этот матч, если вам есть чем поделиться какими-то эмоциями, может быть, похвалой для наших ребят, потому что, играли все-таки, я, к сожалению, матч не смотрел, то есть номер WhatsApp, на который вы можете в том числе также свои приветы, свои поздравления, свои пожелания доброго утра отправить, а номер простой 8 914 273 4488. Пишите нам, а также не забывайте про инстаграм-страничку «Утро Якутии». Подписывайтесь и следите за последними утренними новостями. Ну а далее мы продолжим прогноз погоды. В центральных районах Якутии сегодня плюс 19, плюс 24, в заречной группе плюс 17, плюс 24. В южных районах плюс 13, плюс 15, в Вилюйской группе плюс 17, плюс 20. В нижнеленских районах плюс 22, плюс 24, в западных плюс 15, плюс 18, в Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 15, плюс 21, в Янских плюс 18, плюс 20, на северо-западе плюс 8, плюс 19. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 24 градуса, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду и температура воздуха прогреется до плюс 30, плюс 35 градусов. Знойные жаркие дни наступили для Якутии. Ну а далее самое время ознакомиться с последними событиями, с которыми нас ознакомит обозреватель Кристина Якупова. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» состоится 1 июля. Территориями падения обломок определены Алданский и Кобяйский районы Якутии. На сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 218 космических аппаратов. Предстоящий запуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» должен довести количество спутников на орбите до 254. Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Доступ в интернет через спутниковую систему будут осуществлять через 40 наземных станций-терминалов, которые развернут на поверхности Земли. Сотрудники журнала «Искусство кино» снимают документальный фильм о якутском кинематографе. Кинолента «Якутия между мирами» выйдет весной 2022 года. Ее героями станут смелые якутские кинематографисты, которые в начале 2000-х практически с нуля путем проб и ошибок смогли построить успешно функционирующую национальную киноиндустрию. Творческий запал и дальновидный подход якутских кинодеятелей постепенно становятся источником вдохновения и руководством к действию для других национальных меньшинств. Режиссером проекта выступает Владимир Качарин, исполнительный директор журнала «Искусство кино». Сегодня съемочная бригада побывала и в нашей компании. В Музее якутского телевидения и радио они познакомились с экспозициями, которые посвящены основным вехам развития телевидения в регионе.
Ведь вам стоит знать, что нигде в мире нет феномена индустриальной культуры на такое небольшое количество населения. И наша задача найти в таком детективном жанре, откуда идут корни. Мы, конечно, знаем, что они из Олонхо, но проследить всю связь и как это в современном мире живет, вот это причина, почему мы сюда приехали. Плюс я сам родился в Якутии, в Татинском улусе, в село Итыкёль, и очень много времени пробыл в Тати. И для меня это способ вернуть то, что Якутия дала мне и сформировала меня как личность. В озера города Покровска запустили домашних уток. Инициатива принадлежит общественной организации «Союз Хангалас». Они на собственные средства закупили десяток птиц и выпустили их пока что в 2 водоема в центре города и при въезде в него. Чтобы утки могли спрятаться в ненастную погоду, покровские школьники соорудили для них домики. Например, в Монастырское озеро запустили домик, созданный учащимися Покровской средней школы номер 3. Еще 2 домика для других озер построят ученики Покровской средней школы номер 1. В прошлом году мы запустили же первый раз, попробовали. Вот 2 гусей, 1 утку. И люди так хорошо отнеслись, да, все присматривали. Вот окружающие дома вот здесь именно сюда выпустили. И очень хорошо за ними присматривали, кормили, и очень много народу ходило. Ну, поэтому мы, общественная организация, решили в этом году уже все озера. Монастырская, вот на юбилейной, наверное, будем запускать. Вот и сейчас вот прямо на юбилейной тоже запустим. Потом чуть попозже запустим, вот где этот, Озерная и Колбастах, скорее всего. Ну, посмотрим. 4 озера. Да, и еще Бестях попросили. Ну, Бестях тоже узнали эту инициативу, и они там уже провели субботник, очистили. Там у них озеро возле военного городка есть. И они уже убрались и просят тоже, мы им 2 гусей тоже. Еще гусей мы выпускаем. Вот на это озеро еще. Ну, на каждое озеро по 5 уток и по 2 гуся. Ну, чтобы слишком много не было. Ну и чтобы эстетически. Ну и плюс чистят озеро им. К этой минуте у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Кристина. Ну, у нас тоже есть немножко новостей хороших. Так, например, в Ленске возобновились строительные работы по строительству сквера Старожилов. Там начаты работы по благоустройству. Так, например, сегодня в сквере выложили керамической плиткой большую парадную лестницу, произвели благоустройство керамогранитом парапета на нижнем участке сквера. В прошлом году строители выполнили все земляные и бетонные работы и оградили также территорию. Также осенью прошлого года старожилы высадили в сквере березы и яблони. Инициатива создания сквера принадлежит старожилам совместно с общественниками некоммерческой организации «Добродетель». Реализацию проекта взяла на себя администрация Ленского района. На его благоустройство из бюджета района было выделено 23 миллиона рублей. Сдать объект подрядчик должен к 1 августа 2021 года. Осталось совсем немного. Идет облицовка керамогранитом. Ждут плитку поступления с Якутска. Это плитка для мощения тротуаров, дорожек и территории вокруг самого флагштока. Прекрасно, что в городах, населенных пунктах появляется все больше вот каких-то общественных пространств, объектов, где можно провести время. И прекрасно, что люди с таким энтузиазмом в разных точках нашей страны занимаются созданием этого всего. Так, например, необычная скульптура, радиостанция, создающая удивительную мелодию с помощью металлических прутьев и ветра, появилась на территории пространства Севкабель-Порт в Санкт-Петербурге. Инсталляция в виде ретро-радиоприемника, составленная из 144 металлических прутьев, которые касаются друг друга во время дуновения ветра, создают неповторимую мелодию на берегу Невы. Как поясняют разработчики, при помощи алгоритмов искусственного интеллекта и технологии звукоснимателя исходящие от скульптуры звуки преобразуются в электронную мелодию. Металлические компоненты, которые перемещаются под действием ветра, создают вибрацию. Датчики снимают эти сигналы, и они поступают в нейронную сеть. Нейронная сеть постоянно обучается и запоминает соответствующие фрагменты различных музыкальных произведений, аранжирует их. Таким образом, музыка не повторяется никогда. Музыкальные композиции, созданные таким необычным образом, можно послушать не только на территории Севкабель-Порта, но также на сайте онлайн-радиостанции университета ЛЭТИ.
Ну что ж, а под эти прекрасные звуки просыпаемся дальше, и самое время сделать утреннюю зарядку. На этот раз нам взбодриться и проснуться помогут девушки из сборной Якутии по художественной гимнастике. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских, я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам утреннюю разминку, которую вы сможете повторять в домашних условиях. В этом мне помогут гимнастки сборной Республики Саха-Якутия и воспитанницы спортивного клуба «Либерти». Давайте начнем. Итак, ноги вместе, руки в замок. Готовы. И раз, два, три, разминаем ножки, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. Раз, два, три, 4. Активнее. 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки положили на коленочки. Начинаем вращательные движения в правую сторону. И раз, два, три, 4. Влево. И 5, 6, 7, 8. Повторили. И раз, два, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Молодцы. Ноги на ширине плеч. Начинают работать плечики вверх-вниз. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два. Внимательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки в стороны. Пальчики сжали в кулачок. Сгибаем локоточки. И раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работают ручки и круговые движения. Раз, два, 3, 4, в обратную, 5, 6, 7, 8, еще раз, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки оставили с левой стороны, ножки на ширине плеч, круговые движения можно и раз, два, 3, 4, стоим, 5, 6, 7, 8. Раз, ниже, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это упражнение поможет вам развить свою гибкость. Итак, ручки в замок. Делаем наклоны к ножкам. И раз, два, 3, стоим. Раз, два, 3, стоим. И раз, два, 3, стоим. И раз, два, 3, стоим. Отлично. Ножки вместе. Начинаем бег на месте. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Глубокий вдох и выдох. Держим складочку. И раз, коленочки затянуты. 2, 3, растягиваем позвоночник. 4, 5, колени прямые. 6, 7, 8. Замечательно. Сделали снова глубокий вдох и закончили разминку. Выдох. На этом наша разминка закончена. Надеюсь, что вы повторяли все движения вместе с нами. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Есть ли вероятность, что после такой зарядки от художественных гимнастов можно самому стать художественным гимнастом? Кто знает, может быть, в течение недели мы проверим это как-то на себе. Ну а начиная с этого дня по 25 июня пройдет онлайн-летний марафон для активистов и лидеров Якутии. Более подробно об этом марафоне мы поговорим с нашей гостьей, с гостьей из Владивостока. Это Светлана Баженова. Светлана, доброе утро. Здравствуйте. Коротко о марафоне и основная цель вашего визита, пожалуйста. Марафон проводится в целом для некоммерческих организаций Республики Саха-Якутия, но
что принять участие в онлайн-марафоне может любой желающий, человек, который, может быть, еще не принадлежит никакой некоммерческой организации, не зарегистрировал никакую некоммерческую организацию, а просто чувствует в себе такое желание что-нибудь делать нужное, полезное, интересное для себя и для тех, с кем живет рядом. В рамках этого марафона можно будет познакомиться с такими понятиями, как ТОС, фонд местного сообщества, узнать о том, что такое третье место и как его создать, как организовать и вовлечь людей в свою активность. Также можно будет узнать о том, как получить финансирование на свои инициативы и проекты. Тем более, что совершенно недавно, 15 июня, запустился новый конкурс на федеральном уровне. Был создан новый фонд поддержки культурных инициатив. И сейчас можно подать заявку на такой конкурс. И в рамках этого марафона можно будет вот такую информацию узнать в том числе. Вот речь идет о президентском фонде вот этих культурных инициатив. О нем мы поговорим чуть-чуть позже еще с вами. Хотелось бы, наверное, раз мы затронули марафон вообще, да, для кого все-таки в первую очередь подойдет этот марафон? То есть, может быть, это уже опытные общественники или наоборот? Знаете, значит, мы таким образом спланировали программу и спланировали активности, чтобы там информацию для себя мог найти буквально каждый человек. Если вы работаете уже в какой-то некоммерческой организации и что-то делаете, да, то вы сможете посмотреть, как примерно то же самое делают другие, потому что мы будем говорить о хороших и полезных примерах. Если вы только хотите в какую-то активность включиться, вы тоже сможете посмотреть, как это делают другие, и в том числе узнать, где же найти на это ресурсы, как вовлечь людей. Светлана, ну как, по-вашему, развивается некоммерческий сектор нашей республики? Вы знаете, очень динамично. Я не первый раз в Якутии, и я смотрю за этой динамикой, и мне вот это вот, например, все очень нравится. Мы на самом деле работаем, вот наша организация, которую я представляю, мы работаем как ресурсный центр для других некоммерческих организаций, и в том числе для других ресурсных центров в Дальневосточном федеральном округе. Мы достаточно часто все вместе встречаемся на разных площадках, и я примерно понимаю, как развиваются некоммерческие организации в целом в Дальневосточном федеральном округе. Вы знаете, Якутия по очень многим позициям лидирует. По очень многим позициям лидирует, потому что здесь достаточно много ресурсов, много внимания от власти развитию некоммерческого сектора. И именно поэтому, например, в рамках фонда президентских грантов Якутия на уровне всего Дальневосточного федерального округа каждый год подает больше всего заявок. А вот помимо, вот вы упомянули, да, большое очень внимание именно от правительства, да, некоммерческим организациям. Кроме этого, есть ли какие-то отличительные черты вот именно общественных организаций в республике нашей? Есть. У вас очень много активности в территориях, не только в самом Якутске все сосредоточено, а очень много активности в территориях. Вот. И мне кажется, что это тоже за счет того, что достаточно давно был сделан хороший задел, и сразу была поставлена задача именно вот активность в территориях развивать, в малых территориях. Потому что, ну, это же не секрет, что у нас в целом со всего Дальнего Востока люди уезжают, да? Значит, и очень много территорий. У нас, например, Приморский край, юг. Казалось бы, природа, погода, климат, условия, там, близость больших азиатских соседей. А молодежь хочет уехать. Почему? Потому что считают, что где-то в других местах жизнь интереснее. Но это же наша задача – сделать так, чтобы в том месте, где живут люди, было интересно жить. И рассказать людям, как же свою жизнь сделать интересной. Мне кажется, у Якутии это очень хорошо получается. Где родился, там и пригодился, да? Да. А вот что Да. как раз-таки касается молодежных проектов, да? Как их продвигать, что нужно делать, чтобы они развивались? Чтобы они развивались, но для того, чтобы молодежь хотела делать что-то нужное, полезное, интересное, учить молодежь нужно еще со школы.
И я наблюдала такие интересные проекты, когда уже в детском саду начинают с детьми говорить о благотворительности, рассказывают детям, что это такое, да, знакомят их с этими понятиями и дают, помогают им сделать какие-то свои простые инициативы. В школе начинают учить проектам, в вузах это вводится, и таким образом показывают, что нужно не только себя как профессионала развивать, а в том числе и вот такие вот какие-то не касающиеся основной профессии делать какие-то инициативы. И это очень правильно, потому что это позволяет развивать те самые soft skills, которые делают человека, даже очень молодого человека, более конкурентоспособным на рынке труда. И сейчас работодатели на это начинают обращать внимание. Поэтому вроде бы кажется, что общественная жизнь, инициативы, а это все на самом деле серьезно. А какие в последнее время вы наблюдаете, может быть, тенденции, тренды вот именно вот в этом третьем секторе экономики, то есть это вот общественная организация, НКО и так далее? Вы знаете, поскольку очень много внимания сейчас уделяется со стороны государства и федеральных властей развитию некоммерческого сектора. Создан большой фонд президентских грантов, создан фонд культурных инициатив. Значит, есть большое очень внимание уделяется тому, чтобы негосударственные организации приходили в сферу социальных услуг. И в этом тоже направлении идет развитие. Очень много внимания уделяется развитию ТОСов, созданию фондов местных сообществ для того, чтобы на местах вот такие вот активности росли. И поэтому мне кажется, что говорить о том, что вот какая-то сфера прям вот особо требует внимания, да, а все остальное не очень важно. Мне кажется, что вот, наверное, это не очень оправданно. Сейчас человек, если хочет что-то делать, может найти себя буквально в любом. Вы хотите заниматься благоустройством на своей территории? Пожалуйста, можно делать такие инициативы. Вы хотите сделать что-то полезное для детей? Можно. Значит, и сейчас негосударственное дополнительное образование очень хорошо развивается. Вы хотите делать что-то для пожилых людей? Пожалуйста. Сейчас уже в целом говорят о том, что люди, которые перешагивают границу 55+, это люди без возраста, потому что сместились вот эти вот понятия, и сейчас совершенно идет речь о том, что нужно совершенно другое качество жизни для людей старшего возраста. И этому тоже можно помогать, и нужно помогать развиваться. На данный момент проходит новый конкурс, да, от президентского фонда культурных инициатив. Что это за конкурс? Это конкурс, вы знаете, он новый для нас, для людей, которые работают в некоммерческой сфере. Он очень интересен чем? Тем, что в нем могут принимать участие не только зарегистрированные некоммерческие организации. Туда могут подаваться и представители бизнеса, малого и среднего бизнеса, ООО или индивидуальных предприятий, и в том числе муниципальные учреждения могут в нем участвовать. И в этот конкурс специально выведены все проекты, которые касаются культурных инициатив. Все, что касается новых форм искусства, театрального искусства, изобразительного искусства, каких-то там театральных коллективов, каких-то интересных событий в этой сфере. Вот мне кажется, что туда могут подаваться все достаточно интересные творческие люди. И мне кажется, что это очень оправданно, потому что у нас же год креативной индустрии сейчас в стране проходит. И как раз такой подарок для всех участников – это фонд. Светлана, спасибо большое за эту беседу замечательную. Думаю, многим она будет полезна. Напомним также еще раз, что с сегодняшнего дня до 25 июня будет идти онлайн летний марафон для активистов-лидеров Якутии. В общем, эту тему мы закончили. Прежде чем с вами попрощаемся, такой вопрос. Верите ли вы в гороскоп? Вы знаете, иногда в жизни бывают очень интересные совпадения. Сказать, что я прям совсем верю, я не могу. Но иногда, когда мне попадется на глаза, читаю и думаю, точно. А я предпочитаю, допустим, верить только этим хорошим прогнозам гороскопа. Я тоже стараюсь верить хорошим прогнозам, но плохих прогнозов, я думаю, быть не должно. Внимание, гороскоп на нашем канале.
Овен. Неделя будет вяло текущей. Возможно, придется дольше, чем вы предполагали, ждать ответа на какой-то вопрос. Проанализируйте цель, которую поставили перед собой. Семейным овнам следует подстраховаться от вспышек ревности со стороны партнера по браку. Телец. События этой недели заставят вас защищать завоеванный ранее успех. Кто бы на него ни покусился, не теряйте уверенности в своих силах. Астрологическая обстановка благоволит любым проявлениям романтичности со стороны представителей вашего знака. Близнецы. Вы будете наблюдать за трансформацией отношений с кем-то из близких. Энергетические ресурсы во второй половине недели будут достаточно высоки. Не бойтесь усталости, взяв на себя сложный домашний проект или приступив к физическим тренировкам. Рак. На этой неделе не обойтись без обид и огорчений. Гороскоп рекомендует избегать радикальности буквально во всем. В сфере общения, в области чувств, решая финансовые или бытовые вопросы. Лев. Уровень энергии типичных представителей вашего знака будет достаточно высок, но может не хватить запала для реализации чего-то серьезного. Расходуйте энергетический потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе. В личной жизни будет положительная динамика. Дева. Ваше непосредственное участие может потребоваться во многих делах. Больше гуманности следует проявить в отношении оппонентов. Ближе к выходным станет понятно, что приложенные вами усилия были не напрасными. Не посвящайте посторонних в свои успехи. Весы. На этой неделе вы получите надежду на лучшее в материальных делах. Избегайте полунамеков в ходе личных бесед. Чем яснее изложите главную мысль, тем выше шанс, что она получит поддержку. Вторую половину недели рекомендуется посвятить отдыху в максимально расслабленной обстановке. Скорпион. Неделя подтолкнет вас к переосмыслению повседневной жизни. Вероятно, придется сделать упор не на материальных делах, а на самопознании. Главное – ответить себе на вопрос, что вы хотите от жизни и как достичь этой цели. Любой начатый на этой неделе процесс остановить уже невозможно. Стрелец. На неделе может возникнуть неожиданное вдохновение или мощные импульсы к творчеству. Хорошее настроение восстановится, мысли упорядочатся, могут появиться интересные идеи о том, в какую сторону направить жизненный вектор. Козерог. Не вмешивайтесь в события начала недели, если чувствуете, что до конца не понимаете суть происходящего. Отстраниться будет нелегко. Вы вполне можете принять неверное решение, чем создадите новые проблемы как для себя, так и для своих близких. Водолей. Настройтесь на то, что происходит в собственной жизни. Если попытаетесь вмешаться в судьбу кого-то другого, пусть самого близкого человека, ничем хорошим это не закончится. Конец недели подходит для устранения затянувшихся проблем. Рыбы. Любые незавершенные дела на этой неделе неприемлемы. Старайтесь довести до логической точки каждый подобный вопрос. От этого во многом зависит ваше будущее. Удача предвидится и в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях. Утро Якутии мы продолжаем. 80-летний пенсионер Ксавье Буге едет по родной деревне в Британии в сопровождении лучшего друга, вернее подруги. Двухлетняя голубка по кличке Бланшон не отходит от него ни на шаг. Для француза это птица и питомец, и товарищ, и верный спутник. Он знает ее характер, предпочтения, безошибочно определяет настроение. И наоборот. Ведь Бланшон никого в жизни и не знала, кроме Ксавье. Ксавье Буге рассказывает, как-то раз прогуливался по деревне, он увидел крохотного голубя на земле, который недавно только вылупился. Он пытался сбежать от кошек, прошел мимо, подумав, вот у еще одного создания сегодня не сложился день. Вернулся домой и рассказал об этом жене. Она спросила, почему он не подобрал птенца. А Ксавье ответил, что не знает, вышел из дома и через несколько минут вернулся с Бланшон в кармане. С тех пор Бланшон работает вместе с Ксавье в его мастерской, сажает овощи и цветы. Соседи по деревне сначала крутили пальцем у виска, наблюдая за такой дружбой, но со временем Ксавье стал местной достопримечательностью, а Бланшон – всеобщей любимицей. На вопросы, как же они научились понимать друг друга, отвечает – нужно просто терпение и взаимное уважение.
Доброе утро. Это «Утро Якутии» на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия 24», 22 июня на календаре. Напомню, если вы что-то пропустили, допустим, прослушали гороскоп, как это часто бывает, вы всегда можете пересмотреть наши эфиры на нашем YouTube-канале. Для этого достаточно набрать в строке поиска «Утро Якутии» и будет вам счастье, как говорится. Да. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Около 6 миллиардов рублей направят на модернизацию региональных медицинских лабораторий в России. Такое распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Деньги пойдут на обновление приборной базы и приобретение современного оборудования для 84 региональных лабораторий. Отмечается, что такое оборудование в том числе позволит выявлять редкие и новые инфекционные заболевания. Опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать ее дальнейшего распространения. Для этого необходимо продолжить оснащение региональных лабораторий, которые ведут такую работу, отмечает Михаил Мишустин. Межрегиональная научно-образовательная конференция управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в медицинских организациях проходит в Якутске. Она проводится в рамках реализации указа главы республики о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения. В рамках конференции проводятся семинары, мастер-классы и доклады на различные темы. 22-го подпишем договор с Институтом качества Росздравнадзора Российской Федерации об аккредитации нашей медицинской организации. В дальнейшем в течение 5 лет мы планируем получить международную аккредитацию по GCI. Эти знаки качества дадут нам качественно оказывать медицинскую помощь нашим гражданам, а также минимизировать те риски, связанные с оказанием медицинской помощи. Якутские генетики стали победителями главной медицинской премии России «Призвание». Ученые научно-исследовательской лаборатории молекулярной медицины и генетики человека Северо-Восточного федерального университета Надежда Максимова и Айталина Сухомясова награждены в номинации «Разработка нового метода диагностики». Для всех врачей премия является высшей наградой. Она не только подтверждает заслуги, но и накладывает ответственность, а также обязывает к дальнейшей плодотворной работе. Торжественная церемония вручения состоялась в канун Дня медицинского работника. За создание генетического банка народов Якутии и первое в мире описание 2 генетических болезней награждается группа медицинских генетиков и врачей под руководством генетика Максимовой. Саха, Якутия. Уважаемые врачи и гости, для нас большая честь стоять сегодня на этой сцене и получать такую высокую награду. Открытие наследственных заболеваний и создание методов их диагностики – это большая заслуга нашего коллектива медико-генетической службы Якутии во благо наших пациентов и их семей. Поздравляю всех с праздником, желаю всем здоровья и желаю, чтобы медицинская генетика развивалась в России и дальше. Спасибо большое. На этом у меня все. Хорошего вам дня. Утро Якутии на Якутия-24, НВК «Саха». Сегодня 22 июня. Собственно, множество дат в этот день произошло. Самое ближайшее мы вчера все вместе отметили наш праздник СЭХ, День солнцестояния произошел. Теперь мы уже будем двигаться непосредственно к уменьшению светового дня. Сборная России покинула Евро-2021. Но самое главное, наверное, историческое событие в этот день произошедшее для нас всех, живущих в России, для уроженцев России, СНГ, это, конечно же, день печали и скорби, 22 июня, потому что именно в этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война. И наша задача, естественно, помнить об этом событии, в каком ключе, чтобы никогда больше не допустить подобного того, что произошло в те страшные годы. И сегодня, в День памяти и скорби, пройдет всероссийская акция «Минута молчания». В 18:15 жители Якутии станут участниками Всероссийской минуты молчания, которая единовременно объединит всех россиян.
Собственно, все россияне вспоминают родных и близких, прошедших Великую Отечественную войну, героев, павших в боях за Родину, всех, кто, к сожалению, не дожил до победы. А какие еще события произошли 22 июня в разные годы, мы узнаем из нашей следующей рубрики. «22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В 1941 году в этот день фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. По народному календарю 22 июня лето вступало в свой расцвет. Наступал самый длинный день в году. Убить комара в этот день считалось хорошим делом. Их количество от этого должно было пойти на убыль. 22 июня 1633 года Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Ученого обвинили в ереси. Суд длился почти 3 месяца. В итоге Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. 22 июня 1668 года царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря на островах в Белом море. Монахи-староверы отказались принять церковные реформы патриарха Никона и оказали вооруженное сопротивление царским властям. 22 июня 1941 года началась героическая оборона Брестской крепости. Большинство защитников крепости погибли. 22 июня 1767 года родился Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель и дипломат. 22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель. 22 июня 1903 года родился Джон Диллинджер, американский преступник, самый знаменитый грабитель банков. 22 июня 1947 года родилась Наталья Варлей, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. 22 июня 1949 года родилась Мэрил Стрип, американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель. 22 июня 1950 года родилась Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил и Фёкла. Что касается дат и событий, заглянем немножко на месяц вперед. 24 июля, в следующем месяце, в России будут отмечать День военно-морского флота. И впервые в этом году его отметят офицеры, моряки, которые окончили в этом году вузы. В минувшие выходные в морских столицах России, в частности, во Владивостоке и Санкт-Петербурге, прошли торжественные мероприятия по вручению дипломов выпускникам военно-морских училищ. В этот день вместе с дипломами выпускники получили офицерские погоны взамен курсантских, а также обязательный атрибут морского офицера – кортик. В Кронштадте на Якорной площади дипломы о высшем военно-морском образовании получили свыше 1000 молодых офицеров. Также в этот день дипломы получили и выпускники других военно-морских вузов по всей России, от Калининграда до Владивостока. Как всегда, вручение дипломов о высшем образовании происходило в торжественной обстановке. А посмотреть на праздник собрались родственники и друзья выпускников, а также жители городов. Ну и как и в начале нашей программы, мы задались вопросом, как же правильно ставится ударение в слове «оберег» или «оберег». Как ты думаешь, Паш? Ну и лично я всю жизнь говорил «оберег», проверяю это словом «беречь». Для меня тоже, кстати, привычнее говорить «оберег». Вот правы мы или не правы, узнаем в рубрике «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Во время одной из наших встреч мы говорили о том, что в русском языке слова иногда имеют варианты ударения. Эти варианты ударения могут быть равноправными, как, например, в слове «творог» и «творог», и неравноправными, как, например, у слова «шофер» и «шофер». У слова «оберег», которое обозначает предмет или талисман, который, согласно суеверным представлениям, может охранить от всяких бедствий, напастей, тоже имеет несколько вариантов произношения. Так, литературный язык требует произношения с ударением на первый слог, то есть правильно говорить «оберег». А вот народно-разговорный вариант предпочитает другое место ударения и говорит, что можно говорить «оберег».
Поэтому, если вы себя считаете образованным человеком, владеющим литературным языком, все-таки предпочтительнее говорить «оберег». Всего доброго, давайте говорить правильно. Да, давайте говорить правильно. Оберег, запомним. Оказывается, раз и навсегда. столько лет я жил неправильно. Но мы продолжаем. Якутия – это один из регионов России, где развивается и культивируется китайское боевое искусство ушу. Одним из главных энтузиастов этого вида восточных единоборств является тренер Светлана Кобякова. Ее воспитанники занимают призовые места на всевозможных турнирах и чемпионатах. И сегодня Светлана в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Да. Доброе утро, Вот дорогие. обычно, когда слышат словосочетание «мастер ушу», представляется какой-нибудь Брюс Ли всегда. Все-таки вы на вид как бы на Брюса Ли не походите. Все-таки миниатюрная женщина. Как вообще пришли в ушу и поняли, что это вот занятие на всю жизнь? Ну, на самом деле, если честно сказать, мне подспудно хотелось заняться чем-нибудь таким давно уже, да, просто я не понимала, чем я хочу заниматься, но вот когда в Якутске начались утренние зарядки в стиле тайзи-цюань, на площади Победы его зарядку проводил Самсонов Василий Миронович. Вот я стала ходить на зарядки, мне очень понравилось. Осенью я уже пошла на секцию, еще больше понравилось. В общем, так постепенно втянулась и поняла, что вот тайзи-цюань – это именно то, чем я хочу заниматься. И постепенно я даже вот ушла с работы в ювелирной компании и начала заниматься вот конкретно только тайзи. Полностью ушли в это, полностью, да? Нашла учителя в Китае и теперь уже... Да, я знаю, что вы постоянно ездите, да, в страны Азии. Ушу вот как раз это не только упражнения, тренировки, это целая культура. Да. Как удается совмещать северную и восточные культуры? На самом деле тут нет никакого противоречия между ними, потому что кодекс адепта боевых искусств, то есть УД есть такой, да, он подразумевает те же самые человеческие ценности, что и любая другая культура. То есть это уважение старших, относиться к людям с любовью, с добротой, ну, в общем, вот так. То есть развивает. В принципе, вот эта, так скажем, вот эта культура, она может быть освоена любым человеком на земном шаре, она не противоречит каким-то... Нет, нет, совершенно не противоречит. Просто разные люди, разные национальности немножко другими путями подходят к этому, ну, собственно. Ну, суть одна. Да, суть одна. Ну, а заниматься можно с любого возраста начать? Конкретно тайзи-цюань можно с любого возраста, смотря какие цели ставить. Если, конечно, ставить для себя цели достижения высоких именно спортивных результатов, может быть, в 60 лет немножко поздновато. Вот. А если это только для себя, для здоровья, то и есть примеры, когда люди приходят и в 70 лет и успешно занимаются, и даже участвуют в соревнованиях любительских и могут завоевывать медали. Вот вы говорите тайзи-цюань, если я не ошибаюсь. Да. Это какой-то подраздел, подпункт? Да, это вид ушу. Ага. То есть ушу – это, как сказать, спорт, да, по-русски. В нем очень много стилей, направлений. Вот одно из направлений – тайзи-цюань, которое развивает не только физические качества, но и духовные, и энергетику. В общем, использует в основном внутренние силы человека. Вот у вас также вот много учеников, которые, поскольку нам известно, у вас также не ограничивается общение одними тренировками, то есть сегодня это в Якутске уже какое-то прям вот сообщество целое, да? Комьюнити. Да. Мы с недавних пор с моими тайзи-цюанщиками увлеклись оперой. Я обнаружила, что опера – это такая же очень кропотливая, тонкая, телесная работа. То есть не просто сама опера, именно оперное звукоизвлечение. И, наверное, вот этим как-то он зацепил и меня, и моих тайзи-цюанщиков. И мы теперь ходим в театр, на оперу, не пропускаем ни одной премьеры, ни одного спектакля. То есть прям массово собираетесь? Да. У нас там порядка 20 человек уже там организовали свой клуб любителей оперы. Уже встречаемся как бы в неформальной обстановке. Мы приглашали оперных солистов наших ведущих, Зинаиду Колодезникову и Екатерину Корякину на наши встречи, режиссера Светлану Шадрину. Планируем еще дальше и развиваться, и встречаться. Светлана, ну сейчас утро, народ просыпается, кто-то, возможно, еще лежит в кровати, да? Может быть, есть какое-то такое упражнение, которое
пробуждает человека из тайци цюаня именно конкретно? Вот что нужно? Можно ли, не вставая с кровати, что-то Допустим, сделать? сидя, вот как мы сейчас. Да, можно, знаете, просто потянуться в сторону, вверх, растереть ладони, растереть себе уши, тело, вот немножко помассировать, и это уже поможет пробудиться. Плюс еще обязательно надо настроиться на положительный день, да, то есть внутренне улыбнуться, почувствовать внутри радость, счастье, может быть, вспомнить самый счастливый момент жизни, наполниться изнутри светом и транслировать это всему миру. Ну вот на самом деле с улыбкой проснуться очень рано, мне кажется, не каждому посильно такое. Какие вот могут быть секреты, чтобы с утра с улыбкой проснуться? Да, вот как настроиться на позитив именно? Проснувшись сразу, желательно не хвататься сразу за телефон. Вот. Желательно, открыв глаза, сначала вспомнить, хотя бы если вы не проснулись и у вас нет внутренней улыбки, вспомнить самый счастливый день жизни. Вот когда вы вспоминаете самый счастливый день жизни, внутри становится тепло, радостно. Нужно улыбнуться, и вот уже все. И день начинается с улыбки. И опять же, не брать телефон в руки сразу, как только проснулись. Многие это говорят, кстати. Телефоны, вероятно, мешают нам просыпаться. Светлана, ну интересно, а где вы занимаетесь и можно ли к вам как-то попасть? Я думаю, наверняка зрители наши заинтересуются. Сейчас мы занимаемся на стадионе Туймада. По вечерам собираемся там, кроме среды и воскресенья. Вот. А записаться ко мне можно, я осенью обычно набираю новые группы. То есть нужно следить за объявлениями, в основном, наверное, в Инстаграм будет. А насколько интенсивные тренировки проходят, как часто, на что ориентироваться людям, которые вот сегодня посмотрели, хотят, может быть, там, начать заниматься? Для начального уровня мы обычно занимаемся 2 раза в неделю. Нагрузки не очень большие, то есть они посильные. Я смотрю обычно от состава группы, то есть если там вижу, что люди физически более подготовлены, значит нагрузки побольше. Если вижу, что у людей немножко нулевые с точки зрения физкультуры и спорта, то, соответственно, то есть соблюдается принцип посильность, постепенность. И обязательно постоянство должно быть. 3П, получается. 3П. Вот. Светлана, спасибо большое за ваши ответы. Надеюсь, мы сегодня научили людей также просыпаться с улыбкой. Но прежде чем с вами попрощаемся, вопрос уже не касающийся темы ушел. Любите ли вы читать книги? Может быть, какую-то книгу можете посоветовать нашим телезрителям? Одна из последних вами прочитанных. Я читать книги люблю и хотела бы рекомендовать. Замечательная совершенно книга. Это Эрих Мария Ремарк «Три товарища». Спасибо большое. Я, к сожалению, последнее прочитал что-то прям цельное произведение год назад. Все не хватает времени усесться за книгу. Это была книга «Я легенда». Что ж, а теперь настало время викторины, которую проведет Аина Прибылых, главный библиотекарь регионального культурно-образовательного центра Национальной библиотеки. Те, кто внимательно смотрит нашу постоянную рубрику «Книжная полка», знает, что после выпусков по традиции самый внимательный зритель получает специальный приз от библиотеки. Доброе утро. По традиции я вам сейчас задам 3 вопроса из предыдущих выпусков. Первый выпуск мы посвятили истории Якутской городской публичной библиотеки и книгам, посвященным этой теме. Городская публичная библиотека была построена в 1911 году по проекту областного архитектора Климента Адамовича Лишевича. Климент Адамович Лишевич построил в городе Якутска еще несколько зданий, кроме здания Якутской городской публичной библиотеки. Вы должны назвать все эти здания. Второй выпуск «Книжной полки» мы посвятили книге «Артемис Фаул» ирландского писателя Йона Колфера про гениального мальчика. Мир во вселенной романов про Артемиса Фаула делится на 2 части – верхний и нижний. В нижнем мире проживают разные существа – гномы, эльфы и тролли. Внимание, вопрос. Почему эти существа оказались в нижнем мире? Третий выпуск мы посвятили знаменитой книге Олега Роя «Тот, кто стоит за плечом». В романе есть очень интересная цитата про счастье. Начинается она таким образом. «Надо быть счастливым сейчас. Вы должны продолжить эту цитату». Все ответы вы должны отправить в адрес электронной почты victorina.nb@mail.ru. Победитель получит от нас памятный приз. Всем удачи!
Но призы это всегда, конечно, приятно. А вот если говорить про приятности, в городе Измира на западе Турции в воскресенье радовались одному замечательному событию. Да, Тоже было да, приятно им. на В свет зоопарке конкретно появился на свет слоненок. После почти двухлетней беременности 25-летняя Бегумхан родила здорового 110-килограммового малыша. Имя новому жителю питомника пока не дали. Рождение слоненка взволновало смотрителей, поскольку за здоровьем как матери, так и новорожденного внимательно следят. Директор зоосада Сахин Афсин сообщил, что в скором времени посетители смогут увидеть младенца на открытой площадке. В Измире живут единственные, кстати, в Турции рожающие слоны. Сначала появился на свет Измир, затем Дениз, а теперь в зоопарке вот появилась еще одна девочка. Пара, которая третий раз стала родителями, принадлежит к виду азиатских слонов. Он классифицирован Международным союзом охраны природы, находящийся под угрозой исчезновения. По оценкам зоологов, в дикой природе осталось от 20 тысяч до 40 тысяч азиатских слонов. Потому что я думаю, в городе Измир после этого события будет такой же ажиотаж в зоосаде, как у нас был при рождении белого медвежонка первого Харчаны. Да. Вот, ну, на этом, на такой позитивной новости наш эфир подходит к концу. Это «Утро Якутии». Мы вместе с вами встречали «Утро в Якутии». Катерина Винокурова, Павел Танин. Здесь будем с вами еще 4 дня до самой пятницы включительно. А несколько дней осталось до главного праздника выпускников фестиваля «Алые паруса». Праздник выпускников впервые был организован для ленинградских школьников еще в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, но ее возобновили уже в 2005 году при поддержке администрации города Санкт-Петербурга. Да, это ежегодное такое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салюты, концерты. И посещают это событие ежегодно, около 1 миллиона человек из разных городов. И на днях прошла репетиция. Да, и давайте посмотрим на эти впечатляющие кадры. А мы прощаемся с вами до завтра.